Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, хочу предложить вашему вниманию такую тему. Звучит она так. Судьбоносные перемены, которых вам не избежать. Пожалуйста, кто не боится, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о себе, о своей жизни, о своих мечтах и планах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие судьбоносные перемены ждут меня на моем жизненном пути? От чего не спрятаться, от чего не убежать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, какие судьбоносные перемены вас ждут на вашем жизненном пути, чего они будут касаться и как они пройдут и отыграются в вашей жизни. Так. Но здесь, мои дорогие, здесь как бы однозначно, здесь перемены касаются и дома, и личного. Тут, в принципе, вышло все. Вот смотрите, даже по зонам я вам сразу покажу. Здесь у нас зона материального, да. Здесь у нас, смотрите, из худой птички выходит такая толстенькая, да, толстенькая птичка, толстенький такой голубок. Здесь вообще, не знаю, какая-то доходяшка маленькая, худенькая. А здесь вот такая плотная, хорошая птичка. Это первый момент. Второй момент. Осуществление большой мечты, большого какого-то дела. Третий момент – это люди в паре. Люди в паре под одной крышей – это семейность. Видите? Семейность. И здесь это ваша значимость. Это то, что вы, скажем так, обретете счастье в жизни, закроете какие-то кармические долги и просто обретете свое счастье в жизни. Так, начну я по порядку. События прекрасные. Каждое заслуживает того, чтобы его рассмотрели по отдельности, да, и четко. Вот в самом низу у вас вот весь негатив скопился, какой-то негатив, какие-то моменты вот именно предупреждения, да, придется вам столкнуться, мои дорогие, с каким-то моментом предательства, обмана, просто человек будет смотреть в глаза, чушь какую-то нести, обманывать, потом же и вас может обвинять, потом еще и всех собак на вас навесить, что я ни при чем, это все ты виноват, причем, знаете, какое-то даже публичное какое-то обвинение, да, когда вы, не знаю, вам почему-то так стыдно будет, вам захочется просто провалиться сквозь землю, потому что момент какой-то крайне неожиданный и от человека, которого вы не ожидаете. Этот человек в вашей жизни сейчас присутствует, причем вы с ним, либо с ней в хороших отношениях, каких-то дружеских, приятельских, по крайней мере, вы не ждете такой гадости и такого подвоха. Возможно, эта ситуация либо связана у вас будет на работе, в учебе, либо, например, там соседские какие-то отношения. Почему-то вот идет такой момент, как будто бы вас там все прилюдно, да, выставляют в каком-то дурном свете. И вам так неприятно, вам так неудобно, хотя вы ни в чем не виноваты. Вот этот момент, к сожалению, я у вас вижу. Что я хочу сказать? Вы сами виноваты. Вот извините, вы сами виноваты. Слишком много болтаете попусту. Вот простите, не хочу никого обидеть. Может, это точечное предсказание, но я хочу его донести. То есть тут идут какие-то разговоры, которые, скажем так, вы говорите то, что вы думаете, да, а человек себе, как говорится, на ус мотает, да, и потом же вот этот разговор он перекрутит, либо она перекрутит и в таком, свете преподаст, что как будто бы вы, я не знаю, там во всех бедах мира виноваты, да, вот какой-то такой момент идет. Если это вышло, я, конечно же, прочитаю заговор, пусть это в песке и останется, но вас я хочу предупредить на сегодняшний день, на сегодняшний момент. Поменьше болтайте с людьми, которые, скажем так, не ваша семья, которые, вот, скажем так, не самые там близкие, родные, а просто вот ближний круг, допустим, да. И запомните такие слова, да, это наше
народная поговорка. Звучит она так: моя подружка — это моя подушка. Понимаете? Вот и все. Пусть эти слова для вас будут такая короночка, да? Когда вам захочется с кем-то поболтать и поделиться своим мнением, вспоминайте про подушку. Вот идите и подушке лучше расскажите. По крайней мере, это безопасно. Да? Вот такой момент я у вас вижу. Да, он негативный, пусть он тут в песке и остается, но тем не менее, я вас предупредила. Общайтесь о погоде, о природе, не знаю, там, о вязании, в крайнем случае, о домашних животных. Но темы серьезные, темы там других людей, особенно там политика, еще какие-то, лучше вообще не затрагивайте. То есть, если человек вам не родной, если вы в человеке не уверены, лучше промолчите, понимаете, лучше промолчите. Тут может быть момент еще и провокации, да, когда вас будут вытягивать, да, на какой-то разговор. Уходите от этого, в прямом смысле слова, уходите, там, отнекивайтесь, там, как это, дурочку включаете, да, типа, где я, что я. Потому что такое может быть. И еще один момент. Я вижу, что, возможно, вас кто-то обижает. Обижает, причем обижает сейчас, либо обижали, либо обижают сейчас. И вы как будто бы мучаетесь вы с этим человеком, в этой ситуации вы мучаетесь, может даже ситуация вас обижает. Когда ситуация, не знаю, то ли человек себя чувствует несчастным, то ли тут лишение безденежья, то ли человек одинокий, да, недолюбленный. Человека вот, просто попусту обижают, как-то вот прям иголками тыкают. Вот этот момент либо у вас происходил, либо происходит именно сейчас. Потому что это все-таки у нас зона прошлого, да, вот эта часть. Мои милые, я честно скажу, я вижу, что человек вот как будто бы с рогами. Вот у него рога, и он этими рогами вас вот колет. Либо две очень серьезные проблемы на вас просто сели вам на шею, да, и вас мучают. Я хочу так сказать, что пройдет вот буквально раз, два, три периода времени, это может быть 3 недели, 3 месяца, ситуация просто в корне поменяется. Да? Человек, который мучил, вы наконец-таки скажете: пошел вон, либо пошла вон. А ситуация, которая вот две проблемы, которые на вас висели, я вижу, что кто-то вам поможет, кто-то вам даст хорошую подсказочку, кто-то может буквально вам помочь, да, например, там человек даст вам, не знаю, там денег, да, просто так подарит, скажет: вот заплати свои кредиты, закрой свои долги. Либо там у вас там окно разбилось, да, человек придет, вам там застеклит бесплатно окно. То есть какой-то момент вот именно человеческой помощи к вам придет. То есть эта ситуация решится, причем очень благополучно. И знаете, вот вы очень многое поймете из этой ситуации. Вот для себя, когда переоценка даже идет, переоценка ценностей. Это замечательно. Так, следующий момент. Это вот по финансам. Как я вам говорила, да, в центре, центровые рисуночки. Теперь смотрите. Вот здесь очень худая, тонкая такая курица, не знаю, птичка какая-то, очень худенькая, на длинных лапках. Это мне говорит о том, что денег не хватает, о том, что вот есть финансовые затруднения, например, даже пусть у вас будет жизнь хорошая, да, допустим, но вы, например, хотите там что-то купить дорогое, а вам не хватает, да, либо как-то все складывается, что там подорожало то, что вы хотели, а вы там насобирали, вам опять не хватает. То есть какой-то такой момент вот именно нехватки происходит. Но вот в будущем, вот смотрите, какая жирная птичка, жирная такая птичка. Причем именно вы своими собственными руками ее вскормите. Это момент, когда вы добьетесь очень хорошего финансового положения. Эти все деньги вы либо своими руками, либо своим умом зарабатываете, да. Тут, кстати, у кого-то может быть вот птичка по звезде, да, какой-то счастливый случай, либо наследство, либо какая-то вот прям помощь, да, приходит. То есть в любом случае я вижу, что вы переходите из состояния вот этой худенькой птички, которая еще смотрит в левую сторону, в состояние вот такой добротной, жирной курицы, да, утки, которая вот несет золотые яйца. И знаете, это ваше, вам как награда по судьбе, или вы как человек сами себе заработаете, потому что вы человек непростой, вы человек сообразительный и очень такой, скажем так, есть деловая хватка, да, но только до поры до времени как будто бы она у вас дремает. Так, следующий момент. Здесь пара двух, исполнение. Вот здесь звезда и корона. Смотрите, вот если так посмотреть, вот она, корона идет. И здесь человек.
человек, который, скажем так, помогает вам эту корону получить. Корона — это, во-первых, ну, как коронованность, да, в каком-то деле вас коронуют, признают лучшим, лучшей, то есть такой момент будет происходить. Причем это будет признание не, например, вы сами себя признаете, говорите там, я лучше всех там пеку пирожки, да, либо я там лучше всех бизнес веду, а именно другие люди вас признают. То есть тут даже такой момент, что вот какие-то почести вам дают, может даже какую-то награду, какой-то прайс вы получите, кто-то скажет, вот, вы выиграли в таком-то конкурсе. То есть момент коронованности. Кстати, может быть, кто-нибудь из молодых девочек, вот кто смотрит, кто мечтает там там, не знаю, там, вот конкурс красоты выиграть, либо еще какой-то другой, вот вы выиграете. А кто-то, кстати, может участвовать в каких-то вот действительно конкурсах, розыгрышах. То есть тут выигрыш будет. Выигрыш, и это слава, понимаете? Слава такая очень высокая. В центре корона у нас лежит. Это может даже и международная такая вот прям известность, и слава к вам придет. Так что, мои дорогие, очень хороший знак, мне очень нравится. Исполнение мечты, исполнение собственного приказа. Вот то, что вы себе говорите, что я это сделаю, я этого добьюсь. У вас все это будет. Следующий момент — это отношения. Здесь два человека, они в паре, они по одному жизненному пути идут, у них один круг на двоих, и они оба счастливы. Причем тут такой момент идет, да, что человек, ну, либо новый, либо человек обновляется. Ну, кто с вами в паре находится. Здесь вот смотрите, у него просто два разных пути, два разных человека. Как будто бы два разных человека, да. Либо у человека вот такие большие ноги, и он к вам идет издалека. Может, в прямом смысле издалека человек ваш будет. А может быть, и человек поменяется. Вот бывают такие ситуации, когда люди меняются по жизни. Конечно, это происходит не часто, но тем не менее такое происходит. Я вижу две души, два сердечка, которым хорошо вместе, которые идут одной жизненной дорогой. И причем тут мужчина больше, знаете, как рулевой идет, да, который, ну, скажем так, более вот патриархальные отношения, да, когда мужчина больше и там проявляется и больше там, не знаю, ответственность, что ли, за себя берет. То есть у вас будет разграничение, но разграничение, оно справедливое. То есть мужчина выполняет все мужские обязанности, а женщина выполняет все женские обязанности. Ну, либо как вы там договоритесь. Просто я вижу, что все справедливо между вами происходит во всех смыслах этого слова. И даже, например, если у вас там, например, ребенок там от прошлого брака, у него ребенок от прошлого, тоже вот везде, у вас с ним везде идут какие-то вот зеркала и очень такие хорошие, теплые, справедливые отношения. То есть нету такого момента, что кто-то в одни ворота играет, да, какой-то перекос. Этого не присутствует. И знаете, что я еще вижу? Я вижу здесь развилка, которая будет, ну, навсегда, скажем так, вы ее пройдете, больше к ней никогда не придете. Развилка — это выбор пути. Сейчас вы как будто бы иногда блуждаете. Иногда перед вами есть выбор, а вы не знаете, что выбрать, куда пойти. То есть какие-то такие моменты странненькие, да, когда тяжело решаться, тяжело определяться, когда все время что-то от вас требуется. Вот эта ситуация, она от вас уйдет. Уйдет раз и навсегда. Почему? Потому что вы, знаете, вот многие для себя откроют, да, в чем мое предназначение, в чем моя жизненная задача, в чем моя карма. И здесь многие просто эту карму проходят, вот в легкую как-то пролетают над этой кармой, и жизнь обнуляется, и вы уже свободный творец. Вы сами творите свою судьбу и сами творите свою жизнь. И это прекрасно. Прекрасно, потому что это несет вам вот прекрасный такой, ну, скажем, наполненный граль, да. Этот граль наполненный и любовью, и счастьем, и здоровьем. Понимаете, вот все основные базисы для счастливой жизни вы получаете благодаря себе, своей решительности, своей смекалке и своей светлой головушке. Вот такой момент. Так, мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.